Всем привет, друзья! Дедиктел Массера. Сегодня суббота, у нас распаковка. Давно я вам не показывала распаковку, но решила, сегодня можно показать. Мама ездила на Северный без меня. Нам нужно было свежее мясо. Замороженное было и фарш был, но захотелось антрикот. Посмотрите, какая красота! Просто свежий запах, цвет, молодое мясо говядины. Сколько килограммов, не знаю, девочки, но за килограмм 550 рублей. Я сейчас все цены у мамы спросила, сейчас я вам расскажу. Распаковка чек, так сказать. Правда, почти что распаковку я уже сделала. У нас все в нескольких пакетах было, чтобы поменьше шелестеть. И чтобы на стол ничего грязного не ставить. Поэтому все хорошо. Ну, как обычно, к чаю пирог с лимоном и хлебушек. Пирог по 100 рублей, наверное. Если не подорожал хлеб, по 25 рублей. Это наши любимые яблоки семеринка. Вернее, я яблоки вообще не ем. Мама любит очень семеринку. Самые полезные яблоки, по-моему, по 40 рублей. Натурпродукт. Это белая редька, из нее получается вкусный салат, если натереть, по 60 рублей за килограмм. Здесь у нас лимончики, наверное, как обычно, 3 штуки на 100 рублей. Огурцы были по 70 рублей за килограмм, помидоры по 100 рублей за килограмм. Небольшие, но розовые, вкусные должны быть. А позавчера подружка покупала на Беркуте помидоры сливки для засолки. Там она брала по 60 рублей килограмм. Какие цены у вас в городах? Интересно, мне напишите, кто меня смотрит. Так, давайте я вам, как всегда, молочную продукцию покажу. Это мы брали у Лумисы. Молоко по 100 рублей. Сметана по 300 рублей домашняя. 2 банки нам, 2 банки маминой подружке подарок. И вот это сладкий творог. Вернее, не соленый, свежий творог для сырников я люблю. Так, что у нас здесь? Кстати, молочка подорожала, это просто нам по этим ценам дают. Так, наверное, дороже, там рублей 350, молоко 100 с чем-то. Ну, когда я сама поеду, может, в следующую субботу, покажу вам все по ценам. Это у нас потрошки. Одни замороженные, одни не очень. Потрошки взяли по 50 рублей за килограмм. Обычно берем по 60, но тут уступили для кошечек. А здесь куриные шейки и спинки. Тоже по 50, по 60 рублей. И кошечкам даем, и я люблю жареные шейки. Спинки обычно отдаю им. А шейки люблю сама. Это у нас тоже потрошки. Здесь у нас сельдь, консервы. Мы обычно перемешиваем с белым хлебом, и наши котики любят. Сельдь, по-моему, отдали по 30 рублей за баночку. Обычно мы платили по 50 рублей, но тут скоро заканчивается срок, поэтому отдали дешевле. Это у нас дынька. Надеюсь, будет вкусная и сладкая. Килограмм по 50 рублей. И сейчас я вам покажу красивые большие арбузы. Они уже на кухне. Таксист помог занести. Сейчас, девочки. Посмотрите, какая красота. Вот этот большой, надеюсь, будет самый вкусный. Арбузов я этим летом объелась. Кто любит еще арбузы и дыньки. В общем, друзья, все показала, рассказала. Если что-то вдруг забыла, спрашивайте в комментариях. Расскажите, какие цены у вас в городах. Это нам хватит на пару недель. Мясо, конечно, мы заморозим, хватит надолго. Мы такие едаки. А вот потрошки для наших любимых котяток на пару недель по-любому хватит. Мы их нарезаем мелко,
чтобы они везде по двору их не таскали. И они их кушают с удовольствием. Наша Белоснежка красавица любит только куриную печень из потрошков, а остальные все упитают. В общем, друзья, всем хороших выходных, приятного всем просмотра. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.